Убедительной победой подопечных Республиканской Федерации смешанных боевых единоборств в Чебоксарах завершился международный турнир по ММА «Восхождение». За событиями в октагоне, установленном на сцене Дворца культуры тракторостроителей, внимательно наблюдал наш спортивный корреспондент Вячеслав Ильин. В программе международного турнира по смешанному боевому единоборству «Восхождение» было заявлено 9 поединков. Формула боев 3 раунда по 5 минут. Роль технического делегата была доверена почетной гости соревнований чемпионке Москвы по ММА Александре Албу. А вот контроль за соблюдением правил возложили на судейский корпус. Нельзя бить по затылку, по позвоночнику, нельзя работать локтями выше ключичной части, нельзя бить открытой ладонью, нельзя бить по ногам, рукам против естественного сгиба. Нельзя хвататься. Рвать нельзя. Рвать тоже нельзя, конечно. В 5 поединках в числе претендентов на Кубок Восхождения были воспитанники Чебоксарского профессионального клуба «Жилкин Fight Team». И хозяевам октагона удалось порадовать своих почитателей не только зрелищными, но и, что немаловажно, победными действиями. 1 минута и 25 секунд понадобились уроженцу Яльчевского района Денису Козлову, боец в красных перчатках, чтобы оформить технический нокаут над представителем Волгограда Сергеем Власовым. Не стал задерживаться в ринге его земляк, тяжеловес Евгений Елуков. Чуть больше минуты понадобилось Евгению, чтобы отправить в нокаут москвича Ивана Архицкого. Как всегда, в хорошем восьмиграннике был мастер спорта страны по боевому самбо Максим Охотин. Ну и, конечно же, с особым нетерпением ждали болельщики появления на сцене Натальи Денисовой. Для хозяйки соревнований этот бой был во многом определяющим. И подопечной Андрея Жилкина после мартовского поражения от японки Имии Фуджина удалось взять верх над представительницей Волгограда Светланой Мафиной. Я думаю, я снова обрела какую-то уверенность в себе, так что это было очень важно. Победную точку в бойцовском вечере поставил Игорь Жирков. Файтер столичного клуба «Жилкин Fight Team» техническим нокаутом взял верх над представителем Туркменистана Ильей Энгелем. Мы готовы к вызову, мы готовы к приемам и готовы к следующим таким же турнирам. Вячеслав Ильин, Вести, Чувашия.